Всем привет. Так, сейчас Варвару приглашу. Привет, Анжела. Раз, раз, раз. Так. Всем привет, привет. О, привет, Варвара. Слышно, да? Прием, прием. Раз, раз. Хорошо Прием. слышно, да? Да, слышно нормально. Ага. Итак, дамы и господа, хотел бы вам представить нашу землячку, одну из самых мудрых женщин нашего города, Варвару Баишеву. Она сегодня расскажет нам, что такое сознание и подсознание и как они влияют на нашу жизнь. Добрый вечер, Варвара. Так, добрый вечер всем. Так, я вижу, что народ собирается. Всем привет. Меня зовут Варвара Баишева. На Варвару Премудрую претендовать не будем. Так, но тема уже заранее заявлена же, да? Это про сознание, подсознание, про то, как подсознательные установки наши влияют на жизнь, да? Да. Вообще мы сами себя считаем людьми очень разумными, правильно? Ну, Homo sapiens, мы разумные люди. Но, как оказалось, это совсем не так. Да? Потому что Угу. ну, все физиологические процессы в нашем организме происходят без участия нашего сознания. Согласны с этим? Ребята, Мы не кто... обращаем внимания на то, как бьется сердце, какое у нас кровяное давление. Ну, в крайнем случае, когда есть медицинские показания, мы на это обращаем внимание. Слышно? Меня нормально слышно, да? Да, я слышу. Ага. Прием, прием. Ребята, если слышно, пожалуйста, поставьте плюсик. Вот. И как оказалось, не только физиологические процессы, да, но и эмоциональные наши реакции, они тоже происходят без участия нашего сознания. Они происходят с участием нашего подсознания. И роль подсознания на нашу сегодняшнюю жизнь, оказывается, мы недооценивали. Да? Сейчас вот вообще ученые говорят о том, что сознание занимает меньше 10% нашего мозга. И более 90% занимает подсознание. Ну и если просто вот взять логику, что больше, 10% или 90%, да? Естественно, 90% нашего мозга это как раз есть тот управляющий нашей жизнью. Вот. Что же у нас находится в нашем подсознании? В нашем подсознании наши эмоции, наши страхи, да? Это уже готовые шаблоны, уже готовые убеждения, которыми мы оперируем, когда реагируем на жизнь. Да? Вот, допустим, Валера, когда ты увидишь на улице своего друга, которого ты очень давно не видел, по которому ты очень соскучился, какая у тебя будет первая реакция? Первая реакция, естественно, как и должно быть, поприветствую, буду очень рад. И, ну, конечно, самые банальные вопросы буду задавать, как жизнь, как дела и так далее. Но первая реакция это будет именно радость. Да, верно. Согласись? Да. Ты обрадуешься, у тебя лицо будет какое? Радостное, расплывшееся Радостная? в улыбке, скорее всего, да? Да. И при этом ты же не будешь сначала думать: о, я увидел Игоря, я его давно не видел, да? И только потом ты обрадовался. Так же не бывает? Да, конечно. Ага. Увидел Игоря, обрадовался, и только потом понял, что это Игорь. Да, верно. Реально же так, да? Это наши эмоции. И наши эмоциональные реакции, они работают на готовых шаблонах. Если представить, что, ну вот, гипотетически, да, допустим, в твоей жизни сыграли плохую роль бандиты, да, ну, Угу. было в жизни, там, попадался, да, Да. и
скажем так, это было в молодости, попало сильно, да, и, соответственно, стал ты побаиваться группы молодых людей. Да? Да, да, Неважно, ты не знаешь, кто они, что они, но когда ты видишь группу молодых людей, поскольку в твоей жизни уже был такой опыт, вот этот страх, да, когда тебе очень сильно попало, первая реакция у тебя будет напряжение. да, верно. И сразу, Так и да, есть. сразу ты будешь думать, успею убежать или придется драться. Ну Да, то да, есть, ну, да, это тоже определенная реакция эмоциональная, и она основана на жизненном опыте. И представляешь, наше подсознание таким образом на все случаи жизни имеет свои определенные уже готовые шаблоны реакций, готовые шаблоны установок. И угу, основная функция нашего подсознания на самом деле это сохранить нам жизнь, обеспечить нам безопасность. И поэтому все, что основано на страхах, оно как шаблона уже в нашем подсознании сидит. И как ни странно, мы на жизнь реагируем с точки зрения вот этих шаблонов. Через них. Да? Ты в да, то детстве есть боялся темноты? темноты, ну, не так уж фобия, не такая уж фобия, но я боялся тесной комнаты, и это и было из-за того, что вот в детстве братья когда-то, помню, вот меня окутали, вот это, в ковер окутали, я чуть не задохнулся и так далее, поэтому, ну и сейчас иногда даже в лифте даже бывают моменты, когда уже не так уж приятно. И эти неприятные ощущения, они же на уровне ощущений, ты начинаешь потеть, там начинается сердцебиение, ну вот дискомфортное состояние, да? Просто Да, потому что тело запомнило, подсознание запомнило вот этот дискомфорт, который у тебя был в детстве, да? да, все И, верно. и это нам мешает. Ну, представляешь, если бы ты работал на 12 этаже, и тебе нужно было в день 4 раза подниматься, спускаться на лифте. Ну да, Это же было бы дискомфортно, да, и таких людей много. Есть люди, которые боятся летать на самолете, есть люди, которые боятся темноты, есть люди, которые боятся собак, например, да. И будучи уже абсолютно взрослыми людьми, способными защищаться от тех же собак, мы все равно панически боимся собак. Или да, все даже верно. вот страх женщины боятся насекомых, например, да? Да. Паук, начинаешь орать, Моя она жена боится боится, самых например. пауков. Ну да. И это усложняет жизнь. Речь идет не просто о таких каких-то страхах, да, таких шаблонов очень много. Очень много. И Да, более соглашусь. того, это не только страх, и шаблоны касательно, допустим, тех же обид. Да? Мгм. Ну, опыт жизненный у всех свой, разный. Да? У человека, если есть в жизни опыт обиды на родителей, да, Мгм. если там действительно, ну, бывает, особенно вот ну, в любой, по идее, семье, да, бывает агрессия со стороны отца. И Да. если ребенок в детстве, ну, возможно, даже это было всего один раз, да, но ребенок очень сильно испугался. Допустим, этот ребенок девочка. И она испугалась, когда увидела, что папа, допустим, поднимает руку на маму. Папа обижает маму. Папу я люблю. И маму я люблю. Но испугалась я папы. Да? И в этом случае в подсознании может засесть шаблон, шаблон, Мгм. что мужчина опасный. И в таком Да. случае вот этой девочке будет потом достаточно сложно создать нормальные отношения с мужчиной, создать Варвара, семью. а, мне тут пишут, что вас не очень хорошо слышно. Так, Микрофон, каким я думаю, образом? поближе. Да, вот, отлично. Мгм. Так слышнее, да? Мгм. Да.
Вот, то есть вот эти шаблоны подсознательные, они имеют очень большое влияние на нашу жизнь, Мгм. потому что мы в первую очередь реагируем эмоционально, а потом уже думаем. И в повседневной нашей жизни мы реагируем именно с точки зрения своих подсознательных убеждений, которые сложились в ходе нашей жизни. Как формируется убеждение? Да, вот я рассказала про эмоциональный вариант. Да? Вот, допустим, тебя укутали в ковер, ты Мгм. испытал эмоциональный своего рода шок. Да. Да? Тебе было Мгм. плохо, и это запечатлелось. То есть первый вариант, как формируются установки, это эмоциональное. И второй вариант – это через повторение. Вот таблицу умножения помнишь? Да, помню. Ага. Помнишь? Это же уже на автомате же, да? Мы когда повторяем одно и то же действие много раз, Мгм. мы его запоминаем. Запоминаем на автомате. Например, очень наглядный пример, как мы учимся ездить на велосипеде, на двухколесном. Мгм. Вначале мы падаем, мы не можем найти какое-то вот это равновесие, но в какой-то момент, когда мы поймали вот это равновесие, и мы научились ездить на велосипеде, этот навык у нас остается навсегда. Мгм. Все Да? верно. И вот путем вот этих повторений мы получили этот навык, это уже как подсознательный шаблон у нас остался. И таким вот повторением можно вбить в себя как ресурсные установки, так и ограничивающие установки. Вот, допустим, если в школе ребенка говорят, вот ты дурак. Ну, один раз ребенок не согласился, подрался. Мгм. Второй учитель ему сказал, ты дурак. Но с Мгм. учителем уже не подерешься. Ну, Да. пробубнил. 10 раз ему сказали, ты дурак. Потом он уже поверил. И он уже потом себя ведет таким образом. Он входит вот в этот шаблон. То есть Мгм. путем повторения тоже можно получить вот такие вот установки. Путем самовнушения получается. Нет, не только самовнушение. Через телевизор. Мы же смотрим телевизор, мы видим фильмы, мы любим читать какую-то литературу. Мгм. И какой-то сюжет повторяется от раза к разу. И мы это уже принимаем как данность, что так и должно быть. М. Допустим, в моем детстве, да, мы в основном смотрели советские фильмы, где богатые люди были плохие. Да, Да? помню, Мы помню такое. против них Ага. боролись. Да. Ветер Геттерду, да? Вот. Мгм. И, соответственно, вот этот вот подход, сформированный путем повторений в советских фильмах, у нас остался в Мгм. голове, да? И осталось то, что богатые люди обязательно плохие. Да. Это шаблон, это установка. А потом в 90-е годы, когда вот советской власти уже не стало, а вы, наверное, уже только родились, Да, я девяносто а, первого. да, и вот люди начали заниматься предпринимательством. Сознательно, ну, действительно, административной экономики нету, да, соответственно, нужно зарабатывать самим. Можно зарабатывать большие деньги, но почему-то не получается. Что мешает? Сознательно мы хотим одно, а в подсознании сидит то, что богатые люди, они какие? Плохие. Плохие. Да? И вот получается вот такой вот когнитивный диссонанс. Получается разница. Сознательно я хочу одно, а подсознание меня не пускает. А мы помним, что подсознание это 90%, а Мгм. сознание это 10%. Мгм. В итоге побеждает подсознание. Да. Ну, есть редкие случаи, когда люди через жизнь, через жесть проработали свои вот эти установки и вышли на другой уровень, да, они поняли, что можно быть богатым и оставаться при этом человечным, да, можно заниматься благотворительностью, можно заниматься бизнесом и при этом сохранять семью, быть абсолютно нормальным человеком. Но это получилось не у многих, получилось именно у тех, которые занимались этим более осознанно, Мгм. которые доходили до сути, до причины, которые разбирали, которые смотрели на других людей, брали новый опыт жизненный, да. А в обычном варианте, если мы живем просто по внешним сценариям, очень сложно убрать подсознательные установки просто так. Вот так.
Так, хорошо, спасибо. Так, у меня несколько вопросов. Скажите, вот, а как наши установки, да, вот вы можете привести пример, свой пример, например, Мгм. какая установка в вашей жизни была и как она мешала? Ограничивающие установки. Да. Ну, для меня самый такой проблемной был страх потери ребенка. Он присущ, в принципе, ну, каждой маме, да. Мы, Мгм. родив ребенка, боимся его потерять. Ну, в принципе, и для отцов это тоже присуще, да. Но вот этот страх потери именно старшего ребенка, он у меня был слишком большой, да. Мгм. И с самого вот раннего детства с ним было больше всего проблем. Он больше всего попадал в какие-то истории, там у нас были операции, у нас были переломы, ушибы. Это ребенок требовал всегда усиленного внимания, да? Мгм. Я думала, что это потому, что он такой. У меня вот такой ребенок сложный, да, гиперактивный и так далее, и, соответственно, вот с ним нужно больше возиться. Мгм. Когда я взяла методику MasterKit, я поняла, что наоборот, это мой страх потери ребенка делает его таким. Он реализует мои сценарии жизненные. У нас дошло до того, что у него были очень частые переломы, ушибы именно спортивные. Да? Мгм. И когда я проработала страх потери ребенка, у нас этой ситуации больше не стало. То есть мы перестали ходить в травмпункт, ну как будто бы взяли и вытащили занозу. Да, вот было такое вот ощущение. Ага, а вот смотрите, Варвара, вот как вообще вот наши мысли реагируют на материю, вот на материальную жизнь? Как они вообще реагируют? Говорят же, вот мысли На материальны. И как это действует? то, что такое мысли материальные, материальные Да. мысли, вообще все в этом мире состоит из энергии. И человек это тоже сгусток энергии. Ну, даже если чисто вот физически разобраться, из чего состоит человек, да, ну вот из Мгм. органов, там, если в глубину копать, то там у нас молекулы, атомы, субатомы и так далее. И в итоге в конце там есть энергия и пустота. Мгм. Да? То есть мы Да. это сгусток энергии. И наши мысли это тоже энергия. Раз мы как сгусток энергии, ну мы же в физическом теле, мы материализованные, то же самое и делают всей вот этой нашей реальностью управляют те же самые энергии, то есть наши мысли. Мгм. И вот что касается страхов, да, вот страхи притягивают же ситуацию. Да, Когда верно. мы боимся, вот ребенок уехал, ой, а вдруг с ним что-то случится? Ну, обязательно случится, ты же этого хочешь. Мы не понимаем, что своими страхами мы притягиваем эти события, да? А потом Да, нам говорят, согласен. что-то ты накаркала, да? Да, Но да, на да. самом же деле можно же притянуть хорошее, если научиться управлять своими эмоциями, а мысли – это конечный результат наших эмоций. Да? Мгм. Да, Если все ты верно. находишься в хорошем настроении, в хорошем ресурсном состоянии, то и твои мысли такие будут. Целеустремленные, сконцентрированные, да, на Да. твою, конечно, определенную цель. И это тоже материализуется. Просто вот нужно быть в этом абсолютно уверенным. Да? Мгм. А если у нас возникают сомнения, а вдруг у меня не получится? Ну вот у Пети не получилось, у меня, наверное, тоже не получится. Пошли какие-то сомнения, страхи. Мы начали свои мысли, свою энергию сливать на негатив. Ага. Соответственно, нам сложно будет достичь тогда цели. Так, ага, я понял. И Мгм. получается тогда, если, допустим, у меня страх, да, вот страх иметь детей, допустим, у Мгм. меня есть страх иметь детей, я не женатый, как мне найти установки, которые мешают именно родить мне детей, если я девушка, допустим? Мгм. Ну, каким образом, да? Вообще, установки наши на самом деле на кончике языка. Почему вот мы ходим к психологам, да? Почему психологи находят наши установки? Мы про них говорим. Установки – это наши внутренние убеждения, а в чем мы убеждены, про то мы и говорим. Что касается вот страха, например, иметь детей,
Всегда у любого страха, у любой установки есть какое-то начало. Да, откуда-то же оно появилось. Вот. Стоит разобрать вот ту ситуацию, когда оно появился именно вот этот страх. Вообще нужно первоначально осознать его, да? Да. Можно этот страх преодолевать через работу с психологом, это долго достаточно, да? Но можно это сделать и самостоятельно, через вот тренажер MasterKit. Да? Почему? Потому что тут ты работаешь сам собой. Средняя продолжительность одной проработки, ну, в среднем 20-30 минут. Да? И за эти 20-30 минут можно выковырять вот этот страх, найти в этом свою подсознательную выгоду, потому что на самом деле в страхе нет ничего плохого, это тоже наш инстинкт самосохранения. Страх – это наш инструмент для выживания. И в любом страхе всегда есть своя подсознательная выгода. Да? Скорее всего, у девушки был какой-то жизненный опыт, в котором иметь детей это было трудно. Да? Вот на моей практике был такой случай, когда у партнера у нее нету детей, и у нее реально есть страх иметь детей, потому что она, будучи студенткой медицинского училища, да, еще тогда, она работала в доме малютки. В доме малютки проходила практику, и там были дети с диагнозами, больные дети. И она их повидала очень много. Представляете, 15-16-летняя девочка, она первый вот свой опыт, да, жизненный, когда она сталкивалась с детьми, их в очень большом количестве, и они все больные. И появился страх, что может родиться больной ребенок. Да, верно. Страх, он и не позволяет. Хотя человек физически, физиологически здоровый, он не может иметь детей, потому что подсознание – это очень мощная штука. И она просто не позволяет. Подсознание само вот наталкивает на это, получается, да? На то, что нет, чтобы она не родила. Не возникает такой ситуации, чтобы она имела ребенка. Понял. Она не беременеет. Но сознательно она же сама не будет знать, да, вот что это мешает. Именно что ей мешает вот встречаться с молодыми людьми или вообще вот замуж выйти и так далее. Ну, обычно девушки, которые у которых имеется страх иметь именно детей, они, в принципе, заводят отношения, но не доводят его до семьи, потому что есть страх, да, семья равно дети, а дети, иметь детей, есть определенный страх. Есть еще не обязательно такой вот прямо негативный, да, просто может быть сидеть такая установка, что если у меня будут дети, то я не смогу сделать свою карьеру. Да? Да. Что мне нужно будет сидеть дома с детьми, я потеряю свою свободу, потеряю свою красивую фигуру и так далее, и так далее. Много разных может быть установок, связанных со страхом иметь детей. Или страх не справиться. Даже вот такой вот банальный случай, да, допустим, ребенок, ну, девочка, да, вот где-то вот в подростковом возрасте, ей дали подержать ребенка, да, а она очень сильно хотела подержать этого маленького ребенка. И она его там уронила или не очень хорошо держала. И ей сказали, что, ну, что ты такая криворукая, ребенка не можешь держать. Это может запасть в душу человека, ребенка, да, и даже на этом может сложиться установка, что я не справлюсь с детьми, что дети это нечто такое вот, их можно уронить, им можно навредить. И такого плана установки тоже могут мешать. Недавно я вот у знакомых людей нашел одну установку, спрашиваю, почему вот у нас вообще не получается вот сделать ребенка, и спрашивает, из-за чего все это. Поговори. Вот у меня почему-то голос повторяется. Все прошло. И говорят, вот, почему мы не можем родить ребенка. Решили посмотреть образ. Что будет, если они вдруг родят ребенка, что с ними станет.
Посмотрели, оказывается, мама ребенка, то есть жена, она боится родить из-за того, что если будет ребенок, то мы уже будем начинать с мужем Да, да, да. ссориться. Мгм. И такая вот установка сидит. И в итоге мы с ним разведемся и так далее. Мгм, мгм. Уже сидят такие вот страхи. Но Да. самое интересное в том, что вот эти все установки можно же проработать. Вы представляете, Мгм. люди годами ходят к врачам, люди годами пытаются строить отношения, К а мешает психологам. всего-навсего, да, к психологам ходят, мешает всего одна установка. И времени, которое нужно на проработку, это максимум 30 минут. Мгм. Вот. И, кстати, вот, Варвара, извиняюсь, вот тут недавно спросили, а как с низкой самооценкой бороться? Вот спросили. Мгм. Ну, что такое низкая самооценка? То есть я сравниваю себя с другими людьми, и мне кажется, что я недостаточно хорош по сравнению с ними. Да? Мгм. В методике MasterKit есть целый раздел, да, для проработок, называется «Универсальные установки», в котором собраны такие вот тренажеры, где как раз и закладывается основа самооценки. Вообще каждый человек уникален. Да? Да. Человек это не чашка, не кружка, это очень сложный организм, да, он и как личность очень все непросто, да, у нас заложено, и нету ни одного человека похожего на другого. Даже близнецы, они абсолютно разные. Да, Правильно? все верно, правильно. Вот, но для того, чтобы чаще всего, откуда вот, где у нас самооценка ломается, вот если посмотреть на маленьких детей, у них нормальная самооценка. У них нормальная Совс- самооценка, они считают себя очень хорошими, да, ну, не сказать, чтобы хорошими, они вообще не знают, что они их будут сравнивать с кем-то, да, они абсолютно довольны собой. Что есть хорошие дети и плохие дети, то есть они Да, да, не вот различают, да, людей. пока их не различили на хороших и на плохих, у них нормальная самооценка. Это вот наши встроенные заводские функции. Когда Мгм. они у нас начинают ломаться? Вот когда родители нас начинают сравнивать. Вот у Пети так, значит и у тебя должно быть не хуже, да, и так далее, и так далее. С сыном маминой Или, подруги, да? да, в школе ставят оценки, да, и при этом у кого-то все время пятерки, четверки, а у меня почему-то двойки, тройки. Да, значит, видимо, я недостаточно хорош, да, то есть Мгм. такого плана. И кроме того, занижение самооценки, оно потом становится же еще привычкой для того, чтобы расти, развиваться. То есть как? То есть мы сами себя ругаем. Вот ты такая-сякая плохая, ничего не можешь. Ну-ка, пошла, даем себе пендаля под зад Мгм. для того, чтобы добиться какого-нибудь результата. Один Мгм. раз, второй раз, да? И кандидатская диссертация для тебя это уже самый лучший механизм. Ага. Себя допинать до результата через сниженную самооценку. А как Только получается когда вот... я достигну этого, я смогу быть классной. А, Понял, ага. да, я ощущаю себя классной только если я там лучший Буду. специалист месяца, да, Или буду если я худая. там, да, если у меня там 42 размер, да, если у меня там 90, 60, 90. Я классная только если там выйду замуж, или наоборот, я буду классная только если за мной там будут бегать мальчики там или еще что-то, да, ну вот разного рода есть какие-то вот моменты, которые мы цепляем за свою самооценку. А вообще, в принципе, это не только вот в методике MasterKit, вообще в понятии личностного роста, да, самооценка, любовь человека, она должна начинаться с себя. Мгм. Говорят же, люби себя, Да. да? А когда в твоей жизни вот сниженная самооценка, это уже твоя норма, да, очень сложно вдруг взять с утра, проснуться и полюбить себя. Согласись? Да, Вот верно. если ты себя любишь только, ну, можешь даже это не сказать, что это любовь, ты будешь довольна собой только тогда, когда ты там сбросишь там 5 килограммов там, или достигнешь там каких-то результатов, если заработаешь какие-то деньги, да, Мгм. то в этом случае вдруг просто взять и полюбить себя это какой-то нонсенс.
А на самом деле с любви к себе начинается любовь ко всему остальному. Человек, который не любит себя, ему очень трудно полюбить других людей. А самая большая потребность человека в этой жизни – это же любовь. Да. Больше всего Дорога к человеку счастью, нужна любовь. Да. И когда у нас не хватает любви к себе, мы начинаем требовать эту любовь у окружающих. И вот Ага. начинается. Ты меня любишь? Жена тебя так терроризирует? Меня Почему ты мне не говоришь, нет, потому что что ты меня любишь, да? нет, я, по-моему, каждые 2-3 дня говорю ей об этом. Она об этом Мгм. хорошенько знает. Вот, Варвара, у нас вот такой Мгм. вопрос возник. Мгм. Мне тут один знакомый написал. Так, жена зарабатывает намного больше и Мгм. иногда издевается жестко вверх, 9 Мгм. сказали. Мгм. Как в таком случае быть? И что надо именно проработать, чтобы такой ситуации дома не было? Мгм. Вообще это общественное, есть еще общественные коллективные установки, да? Что Мгм, обязательно мужчина должен зарабатывать больше, чем женщина. Но это же не более чем установка. мгм, Мы же не мамонтами питаемся, да. да? И, соответственно, роль там, ну, бывает действительно так, что женщина больше зарабатывает. Но на самом деле ничего в этом зазорного нету. Но что вот в данном случае, да, мужчина говорит, что жена, я зарабатываю меньше, чем жена, соответственно, я какой-то там лох. Ну вот Мгм, внутреннее состояние, да. Вот ага, это же и транслирует жена. Потому что вот когда два человека вместе живут, они же друг друга зеркалят. Вот твое внутреннее состояние тебе, как в зеркало, показывает твой близкий человек. Это мгм. значит, он себя вот так ощущает, не уважает себя К за себе то, что притягивает, жена, получается, да? да, за то, что жена зарабатывает больше. Если он перестанет по этому поводу на самом деле париться, Мгм, то ситуация будет другая. Или, ну, скажем так, на самом деле не обязательно все в этой жизни прорабатывать. Иногда можно просто поговорить, м. да. Да, А верно. другое дело, что у мужчин очень часто самооценка связана именно с тем, сколько они денег зарабатывают. На самом же деле в человеке не это важно. Ну да. Есть очень много других способов, каким образом самоутвердиться, кроме как зарабатывать обязательно выше, чем жена. Ну а вдруг она там замминистра кого-нибудь, ну, какой-нибудь этой, да, на высокой должности. И что теперь? Становиться Все верно. министром? Ну да, есть такое. Мгм. Так, тут еще один вопрос. Пишет девушка. Не хочу выходить замуж, и мне так комфортно, но это меня почему-то задевает. Мгм. Очень часто, ну вообще, в принципе, люди, мы существа социальные, да, и создавать семьи, это, в принципе, для нас присуще. Ну, вообще в живой природе на планете Земля присуще создание пары, Мгм. да. Природа берет свое, скажем так. Девушка не хочет выходить замуж, ей так комфортнее одной, потому что рядом с мужчиной она ощущает какую-то опасность, дискомфорт, да? То есть это Чем получается установка от родителей, может быть, да? Да, она может быть от родителей, она может быть от ближнего окружения, это может быть опыт ее, может быть, сестры, подруги, книг начиталась, кино насмотрелась, да, где у нее сложилась вот такая модель семьи, что рядом с мужчиной ей будет дискомфортно. Но, конечно, первую модель мы берем от своих родителей. И что обычно происходит? Да, они говорят, да нормальная у нас семья, и мама есть, и папа есть, они, ну, они живые, да, они нормальные, вроде, ну, как обычная среднестатистическая семья. Но Мгм. когда начинаются проработки, там вот как раз и вылезают внутренние какие-то обиды на отца, да, обиды на маму вылезают. Это может быть действительно какой-то был ключевой момент, случай, когда родители были в ссоре, да,
Может быть, мама говорила, что мужчины ненадежные. Очень часто вот мы можем этим, скажем так, причинить добро своим дочерям, накладывая вот Такие такие установки. излишние установки. Да. Ага. Вот у меня есть один пример. Одна моя знакомая девушка, у него вот, ну, отношения не слишком уж долго и слаживаются, так как я у нее спросил, как думаешь, почему именно все так происходит? Она мне сказала, просто я боюсь, что они будут похожи на моего отца. Если, допустим, в характере какую-то черту его отца увидела, то есть, то она сразу же расстается с ним. Потому что вот ее отец, ну, как она рассказывает, очень-очень много пьет. Вот смотрите, вообще мир на самом деле синхронный. Вот то, что касается наших родителей, принятия наших родителей, непринятия наших родителей, да, мы можем быть недовольными, ну, скажем так, вот папа пил, папа бил, папа не работал, да, я не хочу иметь такую семью, лучше я буду одна. Это даже бывают такие осознаваемые уже внутренние убеждения, то есть установки. Но на самом деле мы рождаемся в той семье, которая для нас идеальна. И какой бы ни был отец, все же люди живут как умеют и как могут. На самом деле на свете нет ни одного человека, который хотел бы быть плохим. Каждый человек стремится быть хорошим. Ну, я тоже так думаю. Встроенная функция, да, это наша встроенная функция Homo sapiens стараться быть хорошими в социальном плане. Нет это плохих как, людей, да? Есть только плохие установки. Ну, неважно там в какой школе, в религии или еще в чем-то, да, но понятие философии здоровой клетки. Да? А мы способны выжить на этой планете, на этой вселенной в том случае, если мы гармоничны, если мы соблюдаем законы этой вселенной. Да? Да. И, соответственно, вот даже бьющий папа, это мой папа, который для меня был идеальным. Это достаточно сложно, да, принять, особенно когда испытывается вот эта агрессия достаточно долгое время. Но это для чего-то было нужно, чтобы пройти вот эту школу и, возможно, чтобы не повторить как раз ее. Да? Да, верно. При этом важно, чтобы у нас не сформировались вот эти наши страхи, потому что они же, наоборот, будут притягивать. Да, все верно. Притягивать. Поэтому стоит проработать все обиды на отца, да, те качества, которые раздражают тебя в папе. То, что, ну, алкоголик можно даже как качество принять, но чаще всего алкоголик это уже результат определенных процессов, да, а этому человеку присущи определенные качества. Допустим, агрессивный, безответственный, да, или там безалаберный, может быть, наоборот, ведомый. Его спаивают и так далее. Да? И таким образом вот эти качества, они опять же в тренажере прорабатываются. Что происходит, когда мы прорабатываем качества? Мы таким образом через тренажер проходим вот эту жизненную школу мудрости. Мы учимся принимать людей со всякими качествами. И когда ну, вот урок пройден, да, галочка уже поставлена, и мне, в принципе, больше уже моему подсознанию не нужны такие учителя, которые будут учить меня принимать алкоголиков. Но, извините, то есть это в подсознательном уровне само собой будет выходить, то есть тебя не будут раздражать, грубо говоря, алкоголики и так далее, да, получается? Это через вот методику надо. Да, что такое, когда близкий человек страдает алкоголизмом? Да? Это очень трудно для вот, окружения, но
эта ситуация учит их принимать. Учит Мгм. их принимать. Вот этот человек, который страдает алкоголизмом, он учит, он в данном случае является учителем. И когда ты подходишь к ситуации с этой точки зрения, а не с того, что он козел, он плохой, он такой-сякой, да, то в этом Мгм. случае гораздо потом легче будет разобраться в жизненных ситуациях дальше. И понятно, что проработав качество отца, во-первых, нормализуются отношения с родителями. У нас Ну есть да. случаи, когда, да, девочки, проработав отца, они начинают хотя бы общаться с ними. У каждого человека свой жизненный опыт, и, ну, если человек живой, это же на самом деле счастье, когда у тебя папа жив. Вот, и с ним можно пообщаться. Все можно переговорить, перетереть. И очень часто бывает так, что, оказывается, я неправильно это все понимала. Почему Мгм. он пил, да, что там такого происходило, почему он бил и так далее. И самое главное, когда ты уже очистишь вот свое подсознание от этих ограничивающих установок, тебе будет проще создавать отношения. Эти отношения, они не будут похожими на отношения твоих родителей, потому что ты их уже проработала. Через методику. Через Через методику. тренажер. Ага. Можете, да, вот рассказать о методике MasterKit? Как она вот вообще, как она действует и что нужно сделать для того, чтобы прорабатываться? Мгм. И Ну всем ли вот удается? да, методика MasterKit – это российская разработка, она была создана в 2014 году, компания была образована в 2015, то есть буквально вот 4-5 лет, да, Мгм. вот эта методика, она вошла в обиход. И ее создатель Дарья Трутнева, она сама родилась в Перми, живет она сейчас в Казани, компания зарегистрирована тоже в Казани. Вот, на самом деле это тренажер по работе с подсознанием, да? Ее можно назвать как тренажер по саморегуляции. То есть это не психотерапевтический инструмент, это даже не гипноз, ничего, это просто саморегуляция, инструмент самостоятельной работы человека с самим собой. И Сиан представляет этот тренажер программу, в Мгм. которой встроено, во-первых, обучение, во-вторых, сопровождение, и в-третьих, встроено 19 видов разных тренажеров. На этих тренажерах как раз мы прорабатываем свои подсознательные установки, которые нам так или иначе мешают жить. Да? Ну вот где Мгм. же вот обиды на отца, принятие тех же качеств, проработка